2774 случая заражения COVID-19 зафиксировано в России за последние сутки по данным оперативного штаба. Всего в стране коронавирус диагностирован у 21 102 человек. 1694 выздоровели, 170 скончались. Есть и приятная новость. Первый заразившийся коронавирусом житель Ингушетии выздоровел. Его уже выписали из больницы. Сейчас он абсолютно здоров. Подробно о ситуации в республике рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии. Сегодняшний день в республике продолжается работа по профилактике, выявлению случаев подозрительных на заболевание коронавирусной инфекцией. На базе лабораторий в ВУЗ-центре генной эпидемиологии на сегодняшний день проведено более 1500 исследований, обеспечен запас тестов еще где-то на 2000 исследований. Этот запас постоянно пополняется, присылаются тесты из Федерального центра Роспотребнадзора. Эти же тесты передаются нами по заявкам в лабораторию Ингушской республиканской клинической работы, тоже, которая несколько дней назад запустилась. Начала работу по тестированию. Немножко у нас разделены полномочия. То, что касается Роспотребнадзора, мы делаем всем больным, подозрительным на заболевание, контактным и тем, кто приехал с неблагополучных территорий. То, что касается лаборатории Министерства здравоохранения, они делают медицинским работникам своим раз в неделю, должны обеспечить проведение анализов и здоровому населению. То, что касается количества заболевших, количества лабораторно подтвержденных случаев заболевания, у нас на сегодняшний день 34 случая. Статистика официально у нас утверждается оперативным штабом Российской Федерации, каждый день, который публикует эти цифры. Новые цифры, которые за сутки они сейчас забиваются и официально будут опубликованы на утро 15 апреля 2020 года. Под наблюдением у Роспотребнадзора и медицинских работников сегодня находится на дому 461 человек. Это те люди, которые являются у нас контактными, заболевшими и госпитализированными, и те люди, которые приехали из неблагополучных регионов. В стационаре находится 94 человека, и это количество практически на 30 превышает то количество, которое было вчера, то есть 30 человек практически поступило за сегодняшний день, за сутки. Из них 14 человек в тяжелом состоянии, и отдельно статистика ведется в отношении лиц, которые старше 65 лет. В стационаре сейчас таких 45 человек. Но, как мы и говорили ранее, особое внимание, особые меры профилактики должны быть в отношении именно лиц, которые находятся в возрастной категории старше 65 лет, лиц, у которых есть дополнительные сопутствующие хронические заболевания, то есть это та группа населения, тот контингент, который наиболее уязвим в случае с коронавирусной инфекцией, да и в случае с другими инфекциями тоже, в принципе. И наиболее тяжело тоже протекает у этой группы населения. Основная тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией заключается в том случае, когда у больного развивается пневмония. И пневмония, вот сам процесс протекает очень тяжело, очень длительная реабилитация, поэтому еще раз хотелось бы напомнить населению о том, что остаются актуальными прежде всего меры профилактики. Применяться нужны любые средства индивидуальной защиты, это и маски, и перчатки, и применение дезинфицирующих растворов. Еще раз хотела бы напомнить, что по последним исследованиям основным распространением коронавирусной инфекции являются грязные поверхности, то есть там, где человек больной кашлял, чихал и распространились какие-то мельчайшие частицы слизи, и они осели на эти поверхности, либо на руках грязных. А вирус живет, сохраняет свою жизнеспособность и вирулентность в течение 3 суток. Поэтому очень важно, необходимо, чтобы там, где люди работают, на рабочих местах, обязательно соблюдался принцип вот этого поддерживания этого дезрежима. То есть систематически в течение дня нужно чистить все поверхности дезрастворами, ручки дверей, компьютеры, телефоны. В общем, все, с чем мы соприкасаемся, нужно чистить. Если вышли, были где-то в общественном месте, с кем-то поздоровались, сели в машину, обязательно в машине должны быть или салфетки бактерицидные, либо дезраствор, бактерицидные гели. В общем-то, сейчас в продаже это все есть, можно купить.
Руки нужно обязательно обрабатывать, не трогать лицо грязными руками. Если вы были где-то на улице, это касается активной части населения, работающие, это молодые люди. Если вы пришли домой, не подходите к старикам, не подходите к маленьким детям. Идите в ванную, проведите все гигиенические процедуры, почистите лицо, промойте носоглотку. И только после этого подходите, в общем-то, к своим людям, семье, к своим близким, тех, кого мы должны охранять и защищать. Если говорить в целом, вот в республике, какая динамика? У нас болезнь прогрессирует или же стагнация? Вот в каком ключе сейчас, в каком этапе мы? К сожалению, болезнь, безусловно, прогрессирует. Болезнь прогрессирует, мы уже говорили о том, что вот болезнь и участие инфицированных, явно инфицированных, протекает в легкой форме, часто протекает в бессимптомной форме. И вот люди, которые в бессимптомной форме инфицированы, они являются главными переносчиками заболевания, потому что человек как бы прекрасно себя чувствует, он говорит, я не больной, ничего, абсолютно, и весь коронавирус – это ерунда, но он является переносчиком. Он является тем человеком, который пройдет и заразит 10 человек. Из этих 10 где-то 50% будет болеть уже тяжело. Поэтому вот такая статистика. Статистика нарастает, как я уже говорила. Если день вперед у нас в стационаре было 60 человек с небольшим, то сегодня у нас 94 человека. Это только те люди, которые вот в таком состоянии, что уже без стационара обойтись невозможно было. А кроме того, у нас люди, которые контактные, с подозрением, есть люди, которые находятся в домашних условиях, если он легко переносит, если у него есть условия для того, чтобы самоизолироваться на дому и осуществлять медицинское наблюдение, то, в общем-то, таких людей оставляют дома.